Здравствуйте, в эфире «Вести. Чеченская Республика», в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Новые возможности. Спасибо еще раз, что вы нашли время, приехали к нам в республику. Я думаю, уверен, что есть о чем поговорить. Рамзан Кадыров подписал двухсторонний договор с председателем Промсвязьбанка Петром Фротковым. В какой обстановке проходила встреча? На высоких скоростях. Все участники, как один, благодаря главу Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что он создал такие благоприятные условия. В стенах автодрома «Крепость Грозная» собралось более сотни гонщиков со всей страны, чтобы побороться за приз «Ахмат». Кто представлял Чеченскую Республику, расскажем сегодня в выпуске. Великий классик. Мы уверены, что уникальность и креативность детской комнаты не оставит равнодушными тех, кто посетит наш музей. В музее имени Льва Николаевича Толстого провели выставку. О жизни и творчестве писателя рассказали в формате комикса. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Промсвязьбанка Петр Фродков подписали двухсторонний договор о сотрудничестве. Это поспособствует развитию финансовой отрасли региона. Подробнее о деталях в сюжете Турпалали Тайсумова. В Грозненском аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова председателя Промсвязьбанка Петра Фродкова встретили первый заместитель председателя правительства Айсат Улкаджиев и вице-премьер, министр финансов региона Султан Тагаев. Рабочую встречу с делегацией главой Чеченской Республики Рамзан Кадыров начал со слов благодарности в их адрес за визит. Он отметил, что совместный труд усилит экономические показатели субъекта. Приветствую вас в Чеченской Республике. Наша республика динамично развивается, ставит перед собой новые цели. Их реализация невозможна без развития банковской инфраструктуры дома. Считаю, что запланированное подписание соглашения о сотрудничестве станет важным шагом в развитии нашего партнерства. Совместные усилия помогут нам реализовать целый комплекс инвестиционных проектов, создать новые рабочие места. Уверен, наша совместная работа позволит развить финансово-экономический сектор Чеченской Республики и сделать банковские услуги более доступными. Уважаемый Петр Михайлович, хочу поблагодарить вас за визит. Ваши заслуги укрепления банковской системы имеют большую ценность для нашей страны. Спасибо еще раз, что вы нашли время, приехали к нам в республику. Я думаю, уверен, что есть о чем поговорить и реализовать новые программы, проекты Дон. И доверие друг другу Дон. Ваш визит для нас огромное значение имеет. Спасибо еще раз. Петр Фродков заверил, что со своей стороны финансовая компания окажет всю необходимую поддержку, в частности для развития малого и среднего бизнеса и не только. Уважаемый Рамзан Ахматович, спасибо вам огромное за приглашение. Мы видим, как активно развивается республика. Для нашего банка, для Промсвязьбанка очень важно быть рядом, потому что мы исторически присутствуем здесь, в республике, но мы понимаем прекрасно, что тот объем бизнеса и работы, который сейчас, он недостаточен для того, чтобы реально сделать серьезный вклад в развитие республики, поэтому мы готовы всячески содействовать развитию экономики республики, промышленного потенциала. Считаем, что все возможности для этого есть. Мы будем готовы обсуждать вопросы развития и малого, среднего бизнеса, и строительства, и инвестиционных проектов, и все, что связано с работой с гражданами республики, с физическими лицами, в общем, по полному спектру. Поэтому спасибо большое. Очень благодарны вам за поддержку, за сотрудничество. Мы на постоянной связи с вашими коллегами. В общем, работу уже ведем какое-то время. Так что хотелось очно, лично это все проговорить, пожать руки и двигаться дальше. Спасибо большое. Уверен, что у нас получится. Спасибо большое. После стороны приступили к подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве с символичным обменом папками.
Далее собравшиеся провели беседу уже в непринужденной обстановке. По завершению Петра Фродкова вместе с коллегами проводили в обратный путь с теплыми пожеланиями успехов на будущее. Закрепленное партнерство выведет на новый уровень взаимодействия банка и субъекта для улучшения социально-экономической сферы региона. Одним из приоритетных направлений станет повышение доступности жилья для населения. Турпа, Лолита Исумов, Сайтамин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Вице-премьер региона Абубакар Тумхаджиев провел заседание Кабинета министров в правительстве республики. На рассмотрение было вынесено 30 проектов постановлений. Документы направлены на развитие дорожной отрасли, на социальную поддержку населения, защиту природы и переводе земель сельскохозяйственного назначения в промышленные или специальные участки. Участники заседания приняли и одобрили все представленные инициативы. Источник вдохновения для голливудских режиссеров и жертва американского правосудия. Виктору Буту провели экскурсию в Российском университете спецназа. Там же продемонстрировали возможности нового снайперского комплекса «Раптор». Это совместная разработка РУС, спецназ и компании «Bespoke Gun». Подробнее в следующем материале. В Российском университете спецназа провели экскурсию для человека, которого на Западе знают как прототипа главного героя фильма «Оружейный барон». Вызволенный из американского плена в декабре прошлого года российский предприниматель и член партии ЛДПР Виктор Бут постепенно вливается в сегодняшнюю жизнь страны и народа. События на Донбассе заставили его забыть о своих злоключениях после возвращения на родину. Ваше личное отношение к специальной военной операции? Я как любой русский человек, как любой, кто живет на нашей великой родине, поддерживаю. И считаю, что люди Донбасса 8 лет терпели геноцид со стороны фашистского киевского режима. И настало время покончить этому конец. А в РУС спецназ проходит двухнедельный курс добровольцы со всей страны. Одно из направлений подготовки – тактическая стрельба. Ей будущие защитники Родины обучаются в 200-метровой галерее. Те, кто к вам приходит, они не мобилизованы, они все 100% добровольцы. Так точно. Это все добровольцы. Все добровольцы обращаются в мэрию Грозного. Мэрия Грозного их принимает, оформляет и затем направляет к нам на подготовку. После подготовки у нас они заключают контракт с Министерством обороны и уже отправляются в зону проведения специальной военной операции. в составе батальонов «Ахмат». Так точно, в составе батальонов «Ахмат» и в составе других подразделений. Что примечательно, некоторые добровольцы приезжают к нам по несколько раз. Гость не только осмотрел, но и лично испробовал оружие, на котором обучают добровольцев. В трудный момент для нашей Родины весь этот опыт десятилетнего уже существования университета как никогда пригодился. И сейчас вот то, что мы увидели, готовятся, проходят двухнедельные курсы добровольцы, которые потом едут непосредственно уже на фронт. И это очень важный момент, то, что они получают ту подготовку, которая им позволяет уже в боевых соприкосновениях не просто выживать, а именно побеждать врага. В регион Виктор Бут прибыл в составе делегации разработчиков снайперской винтовки «Раптор Спорт». Это спортивный аналог презентованного ранее «Раптора» в боевом калибре. Винтовка «Раптор Спорт» в калибре 6,5, разработанная совместно с Российским университетом спецназа. Это полный аналог «Раптор 338», но благодаря более комфортному импульсу отдачи тренировки с ней проходят легче и дольше. Калибр 6,5 PRC имеет практически тот же высокий баллистический коэффициент, что и у его тактического старшего брата. Но с этой винтовкой можно еще и участвовать во всех стрелковых спортивных дисциплинах. Асланбек Арсунукаев, старший инструктор Российского университета спецназа, идейный вдохновитель и один из тех, кто принял участие в разработке «Раптора» совместно с компанией Bespoke Gun. После многолетних тестов самого разного оружия он вывел формулу, идеальной с точки зрения стрелка снайперской винтовки. Используют высококачественные легированные нержавеющие стали, специальные стали. И методом электроэрозии нарезается уже заготовка с погрешностью в несколько микрон. И самое главное, не внося никаких отрицательных напряжений в саму заготовку. Мы знаем, что многие производители снайперских комплексов, они используют другой метод, то есть они сырую вырезают
заготовку, затем ее закаливают, и она неизбежно теряет свою правильность, скажем, она деформируется. Успехи российских производителей в оружейном деле видны на поле боя, а тысячи бойцов, прошедших подготовку в Чеченской Республике, демонстрируют их желание вложить свой вклад в общую победу. Луиза Ахяева, Мусар Хаджиев, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. Вопросы подготовки, празднования столетия, образования и Тумкалинского муниципального района обсудили на очередном заседании оргкомитета. Вниманию участников были представлены дизайн оформления места проведения праздника, макеты и прочее. Озвучили одну из главных целей проведения такого грандиозного праздника – привлечь внимание к проблемам и Тумкалинского района тех, кто может быть полезен в дальнейшем развитии района. Также обсудили распорядок праздничного дня. По подсчетам на мероприятии ожидается 7-8 тысяч человек. Один из лучших автодромов России, крепость Грозная, вновь собирает гонщиков со всей страны. На этот раз более сотни участников борются за приз «Ахмат». Как прошли соревнования и кто попал в следующий тур, расскажет Саида Гакашева. Сегодня на автодроме «Крепость Грозная» проходят соревнования по картингу за приз «Ахмат». Соревнования разделены на следующие классы: Супер Мини, Мини Окей, Окей Джуниор и КЗ-2. География участников обширная. На соревнования съехались команды почти со всех регионов Российской Федерации. Если в предыдущие годы количество пилотов было около 50, то в этом цифра увеличилась до 106. Все участники как один благодарят главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за то, что он создал такие благоприятные условия для проведения как Кубка и чемпионата России на высоком уровне у нас в столице. И как мы знаем, уже на следующих выходных у нас будет проходить очередной этап чемпионата России, где количество заявившихся уже более 160 человек. Это тоже рекордное количество участников на этапе чемпионата России. Чеченскую республику в классе Окей Джуниор представляют Абдул-Азиз Умаров и Амирхан Кубаев. Несмотря на столь юный возраст, мальчики на вопрос, какое чувство они испытывают, выступая за команду «Ахмат», отвечают, что для них это в первую очередь гордость. Да, занимал первые, вторые, третьи места. Ехали повсюду на разные соревнования. Сегодня что? Сегодня мы выступаем в классе Окей Джуниор. Позиции хорошие, тоже старт сейчас будет, все решится. Но, конечно, самый главный результат – это те эмоции, которые испытывают во время заездов зрители. Челидзе Наталья в Грозном уже во второй раз. И каждый раз она утверждает, что вместе с адреналином присутствует и чувство тревоги. Ведь ее сыну всего лишь 9 лет. Волнение, гордость за сына, конечно, потому что он у меня в лидерах всегда ездит. Опасно, конечно, но это была мечта папина, поэтому он у нас в гонках. Принять участие в следующем этапе смогут только участники, успешно прошедшие первые. Итоговые личные результаты определяют в финальных заездах. Победителей и призеров в командном зачете на приз «Ахмат» награждают по итогам соревнований памятными кубками. Саида Гакашева, Резван Осипов, Харон Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Около 100 саженцев посадили в Грозном в рамках экологической акции. Субботник провели сотрудники Дома профсоюзов Чеченской Республики. Собравшиеся очистили и благоустроили прилегающую территорию здания, посадили деревья и цветы разных видов. Акция приурочена ко Дню Победы и проводится она ежегодно. Сегодня с нами принимают участие наши друзья, коллеги Росприроднадзора, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда. И они к нам присоединились, и дальше уже будет продолжаться уже в рабочем порядке, где точечно там украшивать, там приводить в порядок, ну и где надо траву покосят, уборку сделают. Так что проведем образцовый такой надлежащий порядок всю прилегающую территорию. В музее имени Льва Николаевича Толстого прошла выставка, на которой в необычном формате рассказали о пребывании русского классика в Чеченской Республике и о его службе на Кавказе. Какие еще интересные художественные перформансы продемонстрировали в ходе мероприятия в сюжете Натальи Депутатовой. К созданию такой необычной выставки были привлечены совершенно разные художники. Представленный в музее имени Льва Николаевича Толстого авторский проект в совершенно новом формате рассказывает о жизни и деятельности великого писателя. Что он хочет, сидя дома, вспоминать про Кавказ и вспоминать про дуб, который он там видел. И дуб он поместил в одну свою самую известную, самую популярную книгу. Если у вас какой-нибудь такой предмет, у вас самое отлично «Война и мир».
Большое внимание развитию культурного пласта Чеченской Республики оказывает министр культуры региона Айшат Кадырова. Любые новаторские проекты Айшат Рамзановна воплощает в жизнь, поддерживает театры, различные танцевальные и песенные коллективы, оказывает внимание всем видам искусства и, конечно, здесь всегда рады гостям. Наш филиал стал площадкой для реализации проекта художницы Кати Гущиной в рамках фестиваля «Аланика». Она разработала концепцию иллюстраций для детей, которые отображают не только сюжеты из произведений Толстого, но и позволяют ознакомиться с историей станицы Старогладовской. Мы уверены, что уникальность и креативность детской комнаты не оставит равнодушными тех, кто посетит наш музей. Эта идея не зря воплощена именно в этом музее. Здесь все посвящено пребыванию русского писателя в Чеченской Республике, его службе на Кавказе, о написанных здесь известных произведениях повести детства, рассказов «Набег» и «Рубка леса». Впервые 16-й фестиваль вышел за пределы Осетии. И посвящен он интеграции современного искусства в традиционные малые музеи горных и предгорных территорий Северного Кавказа. Реализуется этот проект на грант Фонда культурных инициатив, президентский фонд культурных инициатив. В мае прошлого года мы начали работу над этим проектом. Во Владикавказ были приглашены представители 25 музеев, малых музеев, из Чеченской Республики, из Дагестана, из Карачаево-Черкесии, из Осетии. Кураторами были выбраны 8 музеев. Выбор определялся чем? Не только интересные коллекции, они у всех музеев, в общем-то, интересные, а может быть даже превалировало понимание представителей музея, что необходимо меняться, их готовность к новациям. И в число этих 8 музеев как раз попал и музей Льва Толстого из станицы Старогладовской. Автором проекта выступила Екатерина Гущина. Историк-исследователь, она воплотила в экспозиции свою давнюю мечту – простым, доступным языком рассказать биографию автора, так, чтобы это стало запоминающимся, ярким повествованием, без традиционных в таких случаях скучных лекций. Я написала пару лет назад книжку, которая называется «100 причин, почему плачет Лев Толстой», и с этого момента начался мой очень большой интерес к Льву Толстому. Это детская книжка. Она сделана в таком же комиксном формате, как вы здесь увидите, и некоторые картинки отсюда перекочевали сюда. И когда я узнала, что есть такой фестиваль, как «Аланика», который выбирает для 8 музеев Северного Кавказа небольших 8 художников, которые могут приехать и что-то создать, и когда я увидела, что среди них есть музей Льва Толстого, я не раздумывала ни минуты и отправила сюда заявку для того, чтобы сделать здесь что-то в своем стиле детское, веселое, интересное и про Толстого. Экспозиция в музее представлена в виде вот таких графических рисунков, напоминающих комиксы. Концепция фестиваля, как и название на другом языке, рассказывает о языковом разнообразии мира. Такие таблички, трансформеры показывают слова и переводят с русского на чеченский и наоборот. На открытие выставки приехали не только историки и сотрудники музеев из соседних регионов, ведь основным зрителем, для кого и создавалась экспозиция, являются школьники. Знания, полученные в такой форме, запомнятся надолго. И ребятам из местной школы такой увлекательный урок в музее, конечно, пришелся по вкусу. Я живу в станице Старогладовская, и музей мне очень нравится, и мне нравится такая возможность, которую Катя Гущина могла рассказать всем про этот музей и о семье Льва Николаевича Толстого. Я узнала, что Льва Николаевича Толстого называли Тигр Тигровича и Льва Львовича. Я не знала, сколько детей у Льва Николаевича Толстого, и сегодня я узнала, что у него 8 детей. И мне больше всего понравилось то, что на стенах висели русские слова. Если перевернуть, будет перевод этого слова. Фестиваль проходит в 8 малых музеях Северного Кавказа. Все они возникли в разное время совершенно по разным поводам. Их коллекции посвящены природе, быту, культуре, историческим датам и героям. Тем не менее, их объединяет одна общая черта. Все они рассказывают историю места, в котором расположены. Выставка, посвященная Льву Николаевичу Толстому, останется в музее станицы Старогладовской, где любой желающий сможет узнать для себя что-то новое о жизни и творчестве автора произведений мирового масштаба. Наталья Депутатова, Лёма Мандиев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».